В молодежном центре поселка Черский Нижнеколымского района провели закрытие года литературы. И вместе с этим в центре прошла церемония открытия года кино. О двух церемониях, проведенных в поселке, расскажет Мария Иванова. Двойная церемония закрытия года литературы и открытия года кино прошла в стенах молодежного центра поселка Черский. В рамках года литературы на территории Нижнеколымского района состоялось множество мероприятий, в числе которых выставки, конкурсы, творческие встречи, презентации книг, литературно-музыкальные вечера, посвященные жизни и творчеству мастеров отечественной классики. Приятно, что в проводимых литературных состязаниях участвовали и побеждали не только представители старшего поколения Нижнеколымского района, но и молодежь. Сейчас в наше стремительное время все пользуются интернетом, все же интерес к книге и чтению в наших библиотеках не пропал и, я думаю, не пропадет. И вот сегодня как бы итоговый вечер, подведение итога года литературы. Мы немного расскажем о деятельности наших библиотек, о том, что они заинтересованы были и будут в продвижении чтения на Нижней Колыме. Перед началом торжества зрителям была предложена презентация работы известного народного мастера-костореза Христофора Петрова «Абытая». Его новая работа под названием «Божий день» поразила своим тончайшим исполнением и настроила всех присутствующих на особый душевный лад. Мы сегодня очень рады презентовать его новую работу, в которую он внес очень много усилий, как патриот Севера Арктики. Это большая, внушительных размеров работа, в которой он собрал все то, чем болеет его душа, его сердце. Церемония закрытия года литературы началась со своеобразного флешмоба, участниками которой оказались зрители. Ведущий вечера зачитывал стихи русских классиков, а зрители подхватывали знакомые до боли строчки. В этот праздничный день не обошлось и без церемонии награждения, которую провела начальник социальной политики Александра Таврат. Награждения чередовались концертными номерами, представленными учащимися детской школы искусств, народными коллективами «Кескил» и «Колымские вечерки» и танцевальным коллективом «Созвездие». Подводя все итоги уходящего года, действительно, культура у нас еще раз объявляется в приоритетах. Поэтому наши уважаемые ветераны кино, передвижные киновидеоцентры и телестудии будут реализовать свои новые проекты. Для службы новостей НВК «Саха» Мария Иванова, Ишхан Сарксян, Нижнеколымский район.